1 января 2008 года по 31 декабря 2013 года сумма, начисленная по УК городского дивиденда Иванову, составила 10 миллионов рублей. За период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2013 года сумма, удержанного по УК городского налога на доход физических лиц дивидендов, начисленных Иванову, составила 900 тысяч рублей. За период времени с 1 января 2008 года по 31 декабря 2013 года сумма, перечисленная по городскому дивиденду Иванову, составила 8 миллионов 30 тысяч рублей. Заключение эксперта номер 924/1.1 30 сентября 2014 года, согласно которому подписи от имени Захаревича в строках единственного участника решения единственного участника ООО «Икар Север» по 19 марта 2008 года председатель устава ООО «Городской рынок» от 19 марта 2008 года, подписи учредителей гражданка РФ, учредитель договора ООК «Городской рынок» от 19 марта 2008 года, владелец договора уступки части доли уставных ООК «Икар Север» 19 марта 2008 года, председатель и гражданка РФ протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Икар Север» 19 марта 2008 года, Рупин Самой Захаревич. Подписи от имени Иванова в строках секретарь устава ООК «Городской рынок» 19 марта 2008 года, гражданин РФ, учредитель договора ООК «Городской рынок» 19 марта 2008 года, приобретатель договора уступки части доли уставных ООО «Икар Север» от 19 марта 2008 года, секретарь и гражданин РФ протокола внеочередного собрания участников ООО «Икар Север» 19 марта 2008 года, выполнены самим Ивановым. Подписи от имени Захаревич в строках председатель устава ООО «Городской рынок» от 31 июля 2014 года, участник ООО «Городской рынок», решение номер участника ООО «Городской рынок» от ООО «Городской рынок» 28 августа 2013 года, председатель собрания протокола членов собрания общего собрания участников ООО «Городской рынок» от 31 июля 2013 года, выполнены не самой Захаревич, а другим лицом с подражанием подписи Захаревич. Подписи от имени Иванова в строках секретарь устава ООО «Городской рынок» от 31 июля 2013 года, секретарь собрания протокола членов собрания участников ООО «Городской рынок» от 31 июля 2013 года, 20 августа 2013 года, сколько Иванов, заявление о выходе участника из общества 10 августа 2013 года, выполнены не самим Ивановым, а другим лицом с подражанием подписи Иванова. Подписи от имени Иванова в решении номер участника ООО «Городской рынок» по УК «Городской рынок» 28 августа 2013 года не имеется. Заключение эксперта номер 3220 от 17 ноября 2014 года, согласно которому рыночная стоимость движимого имущества, установленного 25 сентября 2014 года в ходе обыска жилища Иванова, составляет 33 327 рублей. Заключение эксперта номер 1073/1.1 от 19 ноября 2014 года, согласно которому запись слов Доржиева в договоре и при продаже товаров по образцам номер 31 мая 2017 года, Доржиева по 9 сентября 2011 года в договоре при продаже техники номер 20, а 9 сентября 2011 года с эскизом размерами согласно 9 сентября 2011 года проект эскиза купленного гарнитура Доржиева и Погосян, квитанция доставки товара номер НАП 110 от 3 июля 2013 года, выполнен Доржиевой. Подпись от имени Доржиева в строках Доржиева, договор при продаже товаров по образцам номер от 31 мая 2013 года, покупатель договор при продаже техники номер 20. 9 сентября 2011 года с эскизом проектом согласно проекту эскиза купленного гарнитура, под подписи покупателя квитанции поставки товара номер на 01-110 от 3 июля 2012 года, подпись и подпись заказчика заказа, покупатель номер на 210 от 30 мая 2012 года, подпись и подпись заказчика заказа покупателя номер на 329 от 22 июля 2012 года, Доржиева договор при продаже по образцам номер на 201 от 24 мая 2013 года, Доржиева Оксана Валерьевна договор при продаже по образцам номер на 29 от 22 июля 2012 года, также подписи от имени Доржиева в строках заказчик, бывший спецификации по 9 ноября 2011 года, выполнен самой Доржиевой. Подпись от имени Иванова в строках клиент чека магазина Джерри Джо от 8 мая 2013 года, подпись клиента двух чеков магазина ООО ТДК Групп от 8 мая 2013 года, подпись клиента чека магазина Анна Сауза от 8 мая 2013 года, выполнен Доржиевой. Заключение эксперта номер 1072/1.1 от 17 ноября 2014 года, согласно которому подписи от имени Иванова в строках продавец И.П. Иванов, договор купли-продажи 23 августа 2013 года, Иванов Виктор Васильевич, договор купли-продажи недвижимого имущества 12 августа 2013 года, продавец Иванов Виктор Васильевич, договор купли-продажи транспортного средства автомобиля 20 августа 2013 года, выполнен не Ивановым, а другим лицом с подражанием подписи Иванова. Подпись от имени Доржиева в строках покупателей Доржиева, договор купли-продажи 23 августа 2013 года, должник копии
договора о переводе долга от 20 августа 2013 года выполнен не самой Доржиевой, а другим лицом с подражанием подписи Доржиевой. Подпись от имени Иванова в строках Иванова, договор о купли-продаже от 23 августа 2013 года выполнен самой Ивановой. Подпись от имени Бахлаева в строках покупателя договора о купли-продаже недвижимого имущества от 12 августа 2013 года выполнен самой Бахлаевой. Подпись от имени Доржиевой в строках покупателя Доржиева Оксана Валерьевна, договор о купли-продаже транспортного средства автомобиля от 20 августа 2012 года выполнен не Доржиевой, а и другим лицом с подражанием подписи Доржиевой. Заключение эксперта номер 1113 1.1 17 декабря 2014 года, согласно которому подпись от имени Доржиевой, изображение которой находится в строке Доржиев, ВП, объяснительное от 8 июля. Подпись от имени Доржиева, Валерий Павлович, с изображением которой находится в строке Доржиев, ВП, объяснительное от 8 июля 2014 года, выполнена, вероятно, Доржиева. Цифровая подпись 0807-2014, изображение которой находится в объяснительной от 8 июля 2014 года, выполнена, вероятно, Доржиева. Запись слов Бахлаева подготовить, объяснить, Бахлаева подготовить объяснительный, изображение которое находится в бланке объяснения на имя начальника МВД Иркутска, выполнено Доржиева. Заключение эксперта номер 1210/1.1 от 4 декабря 2014 года, согласно которому подпись имени Иванова, как председатель устава о строительной компании «Стройцентр», подпись учредителя Гражданина РЭК, учредительного договора строительной компании «Стройцентр» от 15 ноября 2016 года, председатель протокола значительного собрания участников строительной компании «Стройцентр» от 12 ноября 2016 года выполнен самим Ивановым. Заключение эксперта номер 1209/1.1 от 18 февраля 2014 года, согласно которому подпись от имени Иванова в строках секретаря устава о городской рынок от 31 июля 2013 года, секретарь собрания протокола на 4 собрании участников ООК «Городской рынок» от 31 июля 2017 года, 20 августа 2012 года, Иванов в электрографической копии заявления о выходе участников из общества, продавец ИП Иванов, договор о продаже от 23 августа 2013 года, продавец Иванов Виктор Васильевич, договор о продаже транспортного средства автомобиля от 20 августа 2013 года, продавец Иванов Виктор Васильевич, договор о продаже недвижимого имущества от 12 августа 2013 года выполнен одним и тем же лицом. Заключение эксперта номер 69 от 22 декабря 2014 года автороведческой судебной экспертизы, согласно которому учредительный договор о строительной компании «Стройцентр», ООК «Городской рынок» 19 марта 2008 года, устава о строительной компании «Стройцентр» и ООК «Городской рынок» 19 марта 2008 года, протокол несчетного собрания участников о строительной компании «Стройцентр» 19 ноября 2006 года и протокол несчетного собрания участников ООК «Рекат Севера» 19 марта 2008 года, решение единственного участника строительной компании «Стройцентр» от 12 ноября 2006 года и решение единственного участника ООК «Рекат Севера» 19 марта 2008 года, составлены одним автором. Заключение эксперта номер 127 номер 1277 от 41.1 12 декабря 2014 года по Чеховечской судебной экспертизе, согласно которому решить вопрос, выполнили ли подписи от имени Иванова в уставе ООК «Городской рынок», учрежденный 31 июля 2013 года, протокол очередного собрания участников ООК «Городской рынок» 31 июля 2013 года, в электрографической записи заявления о выходе участников из ООК «Городской рынок» 20 августа 2013 года, договор о продаже 23 августа 2013 года, объект недвижимости общей площадью 5714 километров квадратных, по адресу Якутск, когда по 17 договор продажи недвижимого имущества 12 августа 2013 года, объект недвижимости магазина более праве на земельный участок по адресу Якутск, адрес 4/1, договор продажи транспортного средства автомобиля 20 августа 2013 года, Доржиевой, Бахлаевым, Ивановой, Бахлаевым, Ефимовой и другими лицами не представляет возможным заключения неизменной известной части заключения. Заключение эксперта номер 1302/1.1 23 декабря 2014 года. Дополнительная подчеркивающая экспертиза, согласно которой решить вопрос, выполнили подпись от имени Захаревича в решении номер участника ООК «Городской рынок» 23 августа 2013 года о переходе доли городной физического нового общества в уставе ООК «Городской рынок», утвержденном 31 июля 2013 года в протоколе нынешнего собрания участников ООК «Городской рынок» 31 июля 2013 года, Доржиевым, Бахлаевым, Ивановым, Бахлаевым, Ефимовым или другим лицом не представляется возможным. Заключение эксперта номер 1309/1.1 от 16 января 2016 года, согласно которому подпись Доржиева, в изображении которой находится в строке «Истец» мирового соглашения 25 июля 2007 года, вероятно, выполнена Доржиевой. Подпись в строке «Подпись клиента» чека магазина Остин от 26 сентября 2012 года на сумму 3896 рублей, вероятно, выполнена Доржиевой. ОВ. Заключение эксперта номер 1331/1.1 20 января 2015 года, согласно которому подпись от имени Иванова в строках подпись клиентов в чеках магазинов «Эко-Обувь», «Коллинз», «Мариот»,
Честер, Гулливер, Сиротин выполнен одним и тем же лицом. Подпись от имени Иванова в строках подпись покупателя клиента товарного чека, фискального чека и чека магазина ИП Сиротин выполнен Доржиевой. Заключение эксперта номер 1.12.14 от 17 января 2015 года оценочной судебной экспертизы, согласно которой стоимость на март 2008 года 50% доли уставного капитала ПО ИК «Север» составляет 46 миллионов 384 тысячи 250 рублей. Ответ на запрос 19 декабря 2014 года номером 14.07/14/96/64/15 Курского городского отдела судебных приставов, согласно которому 26 октября 2007 года на исполнение в данный отдел поступил исполнительный лист номер 3999 по взысканию своего городского денежной суммы в размере 925 500 рублей в пользу Георгия Якутска, на основании которого возбуждено исполнительное производство за номером 98-35-97-10-7, которое 13 мая 2008 года окончено в связи с утверждением судом мирового соглашения. Материалы исполнительного производства уничтожены в связи с течением срока хранения. Копии документов арбитражного суда о заключении мирового соглашения в рамках судебного производства по делу А-58-528-2007 решения арбитражного суда 29 августа 2007 года, согласно которому исковым управлением принято решение о взыскании своего городского рынка 929 300 рублей, исполнительный лист номер 2084 по данному делу мирового соглашения 27 апреля 2007 года, определение арбитражного суда 10 апреля 2008 года о утверждении мирового соглашения, согласно которому установлен график уплаты долга в общем размере 922 500 рублей, производство прекращено. Согласно письму заместителя городского прокурора Якутска 18 ноября 2014 года номер 1570 предоставлены документы, регламентирующие создание структурных подразделений городской администрации города Якутска в части потребительского рынка и услуг, а именно распоряжение главы города Якутска от 20 октября 1998 года номер 97-Т о преобразовании управления потребительского рынка и услуг в управление потребительского рынка и услуг города Якутска, постановление мэра 27 февраля 27 марта 2003 года по формированию структуры управления мэрии города Якутска, положение отдела торговли и финансового управления промышленного финансового городского города Якутска 2010 года, положение отдела потребительского рынка департамента потребительского рынка, развития туризма и транспортной регистрации от 6 августа 2014 года номер 231-П утверждение положения департамента финансового потребительского рынка, развития туризма и транспортной регистрации города Якутска. Дополнительно указано об отсутствии документов по администрации. Ответ на вопрос 29 января 2015 года номер 122 МГ заместителя главы городского города Якутска, согласно которому в период времени с 31 августа 2007 года по 15 мая 2008 года служебные полномочия его первого заместителя главы окружной администрации Доржиева в сфере управления имуществом и общественного питания, торговли и бытового обслуживания регламентируется уставом городского города Якутска, положением по ГИО, утвержденным распоряжением мэрии от 11 февраля 2004 года номер 23, положением о питании потребительского рынка и услуг мэрии города Якутска, утвержденным самим города Якутска номер 4-8 П, распоряжение главы городского города Якутска номер 1134 от 31 августа 2007 года, внесение изменений распоряжения номер 154 от 1 марта 2006 года, образованных произведений является необходимым для администрации, а также Конституция Российской Федерации, федеральным законом номер 25 ФЗ муниципальной службы, закон о республиканской пути от 11 июля 2007 года 480-975-3 о муниципальной службе республиканской пути. Ответ заместителя главы города Якутска от 26 ноября 2014 года, доходящий 16.04 МГ, согласно которому трудовые договоры Доржиева за период работы окружной администрации города Якутска, поставленный 21 ноября 2014 года, отсутствует. Письмо МРИ ФНС номер 5 России Республиканской Якутия от 20 марта 2015 года за номером 5-32-072-83, согласно которому поставлено 20 марта 2015 года в ООК «Городской рынок» доля в размере 50% Великович, 50% общества. Ответ на вопрос заместителя главы городского округа города Якутска 15 марта апреля 2015 года номер 546 М, согласно которому после издания распоряжения главы от 13 августа 2007 года номер 1130 П распределение обязанностей на исполнительной администрации было включено году согласно распоряжению главы городского округа города Якутска 27 мая 2008 года номер 1500 П по распределению обязанностей между руководителем администрации города Якутска. Протокол очной ставки между обвиняемым Доржиевым и свидетелем Дандуковым от 3 Жертвалом Антона Анатольевича 3 сентября 2014 года, согласно которому Дандуков показал, что в январе 2015 года в кабинете Доржиева состоялся разговор, в ходе которого последний сказал, что он передал 50% открытого рынка и нет. В дальнейшем между ними стоял встреча, где Доржиев спрашивал по оформлению документов, говорил, что не будет работать, останется без ничего, сказал форму Иванова, Доржиев от этих указаний отказался. Протокол очной ставки между обвиняемым Доржиевым и свидетелем Дандуковым Гуртова Анатолия 18
2014 года, согласно которого Бандуков показал, что ему, со слов брата Бандукова и Захаревича, известно, что они согласились с требованием Дождева передачи 50% по ККЦ, при этом доля была оформлена на Иванова. Также ему известно, что элементом распоряжалась доля Дождева Оксана. Дождев показания отказался. Протокол Шестак между обвиняемым Дождевым и Светлым Алексеевым 19 сентября 2014 года, согласно которому Алексеев показал, что 15 февраля 2014 года состоялась встреча с участием Дождева и Ефимова, им в ходе которого он убедился, что Дождев имеет отношение к пункту недовольной ценой сделки. Кроме того, слово Дождева ему известно, что Иванов является его подставным в кавычках человеком. Дождев на показания отказался. Копия решения единственного участника ОПСК ВИТа от 15 апреля 2002 года, согласно которому Бандуков в связи с выходом из состава общества Терешкова утвердил документы новой редакции, изменил местонахождение общества и назначил себя его директором. Копию устава ОПСК ВИТа, утвержденное решение единственного участника Терешкова от 19 ноября 2001 года, зарегистрированного 30 ноября 2001 года, согласно которому единственным участником общества является Терешков. Копию устава ОПСК ВИТа, утвержденного решения единственного участника Бандукова от 15 апреля 2008 года, зарегистрированного 3 июня 2002 года, согласно которому единственным участником общества является Бандуков Бунтова Томофоевич. Копия договора купли-продажи от 7 июля 2004 года, согласно которому МП РО Плодовочий, лице конкурсного управляющего Громова, Продова и П. Захаревич, теплый склад, расположен по адресу город Якутск, Снегарское шоссе, база номер 9. Акт приема передачи недвижимого имущества от 7 июля 2004 года, согласно которому РО Плодовочий, лице конкурсного управляющего Громова, Пердилова, Захаревич, принял вышеназванный объект. Копия свидетельства государственной регистрации права серии 14 АА номер 322294, согласно которому зарегистрировано право собственности Захаревич на здание хранилища по адресу Якутского, Княгинское шоссе, база номер 9, ЛИП 3. Договор займа от 14 мая 2002 года, согласно которому П. Захаревич передает ООО ПСК ВИТа займ на сумму 630 тысяч рублей наличными сроком на 1 год. Договор поставки номер 3 от 22 февраля 2002 года между ООО «Рифей Союз» и ООО ПСК ВИТа по поставке линии для производства строительных изделий «Рифей» на сумму 620 тысяч рублей, спецификации договора, протокол соглашения о договорной цене на продукцию. Договор на транспортно-инвестиционное обслуживание от 1 июля 2002 года между ООО ПСК ВИТа и транспортно-инвестиционным предприятием о получении железнодорожных документов и груза. Счет фактура номер 132 и квитанции к приходно-кассовому ордеру об оплате за услуги по указанному договору. Копия договора поставки 23 февраля 2003 года между нового завода «Стройтехника» и ОПСК ВИТа со спецификацией к договору и протоколом соглашения о договорной цене. Счет фактуры 301 от 15 января 2004 года о оплате 788 тысяч рублей товарно-накладные на 3 накладные перевозку груза в универсальном контейнере по вышеназванному договору, согласно которому ООО «Завод «Стройтехника» поставил ООО ПСК ВИТа линию для производства строительных изделий «Рифей» на сумму 788 тысяч рублей. ООО ПСК ВИТа произвела за нее оплату. Копия договора займа без номера от 18 августа 2003 года, согласно которому ООО «Азия Стройсевер» передает в займ ООО ПСК ВИТа денежные средства в размере 300 тысяч рублей сроком на 1 год. Копия договора займа без номера 30 октября 2003 года, согласно которому ООО «Азия Стройсевер» передает в ПСК ВИТа денежные средства в размере 86 тысяч рублей сроком на 1 год. Договор займа без номера 25 декабря 2003 года, согласно которому ООО «Азия Стройсевер» передает в займ ООО ПСК ВИТа денежные средства в размере 478 тысяч рублей сроком на 1 год. Копия справки ОНД по городу Якутску о пожаре, произошедшем 9 декабря 2011 года в здании ООО ПСК ВИТа по адресу Якутско-Тымирское шоссе 9 км, база номер 9. Копии документов, подтверждающих оплату ООО «Городской рынок» 5 миллионов 80 тысяч рублей Патихеева из ЗКРЛовое оборудование, а именно платежный поручение номер 217 2 ноября 2007 года, договор номер 15 от 15 октября 2007 года и счета номер 15 октября 2007 года на указанную сумму. Свод расходов и доходов П. Захаревич за 2006 год поставлен бухгалтером Милана Швида, согласно которому доход по кассе за 2006 год с учетом расходов составил 10 миллионов 88 тысяч 539 рублей. И копии журнала кассиров операционистов П. Захаревич за период работы с 6 марта 2003 года по 10 марта 2006 года, с 10 августа 2006 года по 30 сентября 2008 года, с 17 марта 2006 года по 31 мая 2006 года, 7 февраля 2006 года по 1 апреля 2007 года, 7 февраля 2006 года по 10 декабря 2007 года, подтверждающий расчет Миланашвили. Протокол осмотра доказательств, составленный нотариусом Побединым, согласно которому нотариус в обеспечении доказательств, связанных с размещением в сети интернет-информации, произвел осмотр информационного ресурса информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, согласно которой Доржиев зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Думы городского округа Якутска 5 созыва в графе «Занимаемая должность» указана администрация городского округа Якутск, его первый заместитель городовой. Ответ на адвокатский запрос заместителя городовой руководителя аппарата городской администрации города Якутска от 30 июня 2016 года, согласно которому Василий действительно работал в окружной администрации с 11 мая 2007 года по 6
февраля 2008 года главным специалистом экономистом департамента по архитектуре, градостроительству и реконструкции с 23 октября 2007 года и по 6 февраля 2008 года исполняющий обязанности начальника данного департамента. Копия распоряжения главы городского округа Якутска номер 724К от 26 июля 2006 года, согласно которому Васильев принят на должность главного специалиста департамента по архитектуре, строительству и реконструкции. Копия распоряжения его первого заместителя главы городского округа Якутска номер 109К о временном возложении обязанностей главного специалиста экономиста департамента по архитектуре, строительству и реконструкции Новосильева. Копия распоряжения заместителя главы городского округа Якутска Гугулева номер 152К от 11 февраля 2008 года, с которого Васильев уволен по собственному желанию. Копии договора о долевом участии в строительстве жилья от 18 апреля 2001 года, согласно которому Главное управление капитального строительства администрации города Якутска, МУК и ОАО «Австрой» заключили договор о строительстве комнаты квартиры номер 53 в жилом доме по адресу Якутск, 10 район, корпус 18, актом сверху от 30 мая 2001 года, подтверждающим оплату доли за указанную квартиру ОАО «Якутстрой». Копия договора от сессии от 1 июня 2006 года, согласно которому ОАО «Якутстрой» уступает ОАО «Тянежон» в лице Дандукова право требования на получение от МУК в городе Якутск трехкомнатной квартиры номер 53 в жилом доме по адресу Якутск, 10 район, корпус 18, актом сверху от 1 июня 2006 года, погашение долга стройматериала в сумме 651 280 рублей. Копия договора цессии от 2 июня 2001 года, согласно которому ОАО «Тянежон» в лице Дандукова уступает ИП Закаревич право требования на получение от МУК в городе Якутска трехкомнатной квартиры номер 53, расположенный в жилом доме по адресу 202 район, корпус 18, актом сверки от 1 июня 2006 года, погашение долга стройматериала в сумме 650 280 рублей. Копия акта приема передачи квартиры от 3 сентября 2001 года, согласно которому МУК в городе Якутск передает, Закаревич принимает вышеназванную квартиру. Копия свидетельства о государственной регистрации 14 АА номер 055809, согласно которому зарегистрировано право собственности Закаревич на трехкомнатную квартиру по адресу Якутск, 10 район, 18, корпус, квартира 53. Копия трудовой книжки Дандукова, в которой имеется запись о том, что в период со 2 марта 1994 года по 19 апреля 1999 года он работал по Гордормострой, в период с 20 апреля 1999 по 20 октября 1999 работал в управлении физического рынка города Якутска, 20 июля 2000 года директором МУК городской рынок. Копия приказа о предоставлении выпуска номер 8О от 4 сентября 2006 года, согласно которому генеральному директору ОАО городской рынок Дандукову предоставлен оплачен учебный отпуск 5 сентября 2006 года по 20 октября 2006 года. Копии заявления Дандукова о предоставлении отпуска в связи с выездом на учебу в город Москва с 5 сентября по 20 октября 2006 года. Копия справки подтверждения, подписанная деканом факультета заочного обучения Российской академии государственной службы при президенте о том, что Дандуков с 4 сентября по 20 октября 2006 года находился на обучении в учебном заведении. Копия справка вызова Российской академии государственной службы при президенте за номером 0522-350 от 9 февраля 2006 года, согласно которой Дандуков вызывается на данное учебное заведение. В данном учебном заведении для сдачи экзаменов, подготовки защиты выпускной конституционной работы с 14 октября 2006 года по 20 октября 2006 года. Копия диплома ВСБ 1355-86 Российской академии государственной службы президента, согласно которому Дандуков призвана квалификация менеджера страницы государственного регуляционного управления. Копия трудового договора от 8 сентября 2004 года, согласно которому Седых принят на работу в ОАО «Азерстройсервис» в качестве бухгалтера. Копия заявления Седых от 17 июля 2006 года на имя финансового директора ОАО «Азерстройсервис» о предоставлении отпуска с 1 августа 2006 года. Копия приказа ОАО «Азерстройсервис» номер 2О от 17 июля 2006 года, согласно которому Седых предоставлен отпуск с 1 августа 2006 года по 21 сентября 2006 года и копии личной карточки Седых, запись в которой подтверждает нахождение в отпуске в указанное время. Расчет платы за землю за 2003-2007 год, согласно которому задолженность ОАО городской рынок перед ИО города Якутска на 13 марта 2007 года составила 17 миллионов 848 тысяч 645 рублей 25 копеек. Копия письма директора ОАО городской рынок Дандукова на имя заместителя директора ИО Карамзина от 15 марта 2007 года о перерасчете и снятию и списанию суммы задолженности по арендной плате за землю. Оборотно-стадийная ведомость по счету 75.5 ОАО городской рынок 2007 года, согласно которому сумма задолженности по арендной плате составляет 2 миллиона 110 тысяч 639 рублей 4 копейки. Ответ на запрос прокуратуры Республики Якутия заместителя главы руководителя аппарата окружной администрации города Якутска Михайлова номер 548 МГ 4 апреля 2006 года, согласно которой с период времени с 1 января 2007 года по 31 мая 2008 года утверждены следующие распределительные акты по вопросу распределения обязанностей. Распоряжение главы городского округа города Якутска 19 мая 2007 года номер 639 о изменении распоряжения главы номер 154 от 1 марта 2006 года о временном перераспределении обязанностей между руководителями окружной администрации. Распоряжение главы от 31
1 августа 2007 года номер 1333 о внесении изменений в распоряжение главы номер 154 1 марта 6 года о временных присвоении обязанностей окружной администрации. Распоряжение главы номер 150 номер 1500 о распределении обязанностей руководителя главной администрации. Соловьев назначен на должность директора департамента имущественных отношений 24 декабря 2007 года. Олейников назначен на должность заместителя главы по экономике и финансам 27 декабря 2006 года. 25 февраля 2008 года переведен на должность первого заместителя главы. Андреев назначен на должность первого заместителя главы 24 декабря 2007 года. Положение департамента юридического рынка услуг утверждено постановлением мэра города Якутска 27 марта 2003 года номер 4/8. Данное положение утратило силу в связи с утверждением положения Комитета промышленной политики в рамках предпринимательства 25 марта 2008 года. Переименование преобразования департамента юридического рынка услуг за весь период не производилось. В 2008 году Дожиев участвовал в выборах в городскую думу по Оболонскому избирательному округу. 2 марта 2008 года избран депутатом Якутской городской думы. Трудовой договор Дожиева расторгнут распоряжением городской администрации 15 мая 2008 года номер 551К. Курируем вопрос первого заместителя главы, уходящий в комитет Дожиев и распоряжение номер 1500 от 27 мая 2008 года. К ответу приобщены документы, имеющиеся материалов уголовного дела, переведенных в приговоре распоряжение главы номер 154, 639-Р, 1133-Р, 1500-Р, распоряжение номер 1286 от 27 декабря 2007 о работе Соловьева, распоряжение номер 191К от 21 февраля 2008 года о работе Олейникова, распоряжение номер 1282К о работе Андреева, распоряжение номер 882К, 1142Р, 1137Р, 1108К, 1109-1К, 555-1К в отношении Дожиева. Факту 2 метода, лицевая карточка Дожиева за 2007 год. Также к ответу приобщены следующие имеющие значение для дела документы. Должностная инструкция директора департамента имущественных отношений, согласно которой директор осуществляет руководство производственной и финансово-экономической деятельностью ДИО, решение вопросов, касающихся финансово-экономической производственной и хозяйственной деятельности департамента, обеспечения сохранности эффективного использования муниципального имущества, подчиняется непосредственно главе окружной администрации городского округа Якутск. Соловьев ознакомлен с данной инструкцией 24 декабря 2007 года. Распоряжение главы городского округа Якутска номер 1222К от 22.12.2006 о работе Олейникова, согласно которому Олейников назначен на должность заместителя главы экономики и финансов. Распоряжение мэра города Якутска от 30 января 2004 года номер 6 а также согласно Дожиев назначен на должность заместителя мэра публичного рынка и услугам промышленному комплексу директор департамента публичного рынка и услуг города Якутска. Распоряжение вице-мэра города Якутска Попова 26 апреля 2004 года номер 124К о увольнении Дожиева, согласно которому заместитель мэр Дожиев уволен с переводом государственных имущественных отношений. Штатное расписание мэрии города Якутска на 2003-2004 годы, согласно которому предусмотрено 9 единиц заместителей мэра, в том числе 3 единицы заместителей мэра и директоров департамента. Также предусмотрено 4 единицы начальников управления департамента правительства рынка и услуг. Штатное расписание аппарата окружной администрации с 1 мая 2007 года, согласно которому предусмотрено 2 штатные единицы заместителей главы, 5 единиц заместителей главы. Также предусмотрено департамент правительства рынка и услуг, структуры которого не предусматривается штатная единица директора, имеется 3 штатные единицы начальника управления, главный ведущий специалист. Распоряжение главы городского округа Якутска Соболева номер 691-Р от 25 марта 2008 года о утверждении штатных расписаний аппарата и управления всей деятельности окружной администрации города Якутска, согласно которому утверждены штатные расписания аппарата 17 марта 2008 года и штатные расписания аппарата администрации 17 марта 2008 года и 14 апреля 2008 года, согласно которым предусмотрены 2 штатные единицы первых заместителей главы, 4 единицы заместителей главы, комитет торговли и предпринимательства, в структуре которого имеется отдел торговли и предпринимательства. Распоряжение главы городского округа города Якутск номер 1110-1К 25 октября 2007 года, согласно которому Дожиеву и его первого заместителя главы представлен подпись за содержание с 26 октября 2007 года по 8 января 2008 года, выход на работу 9 января 2008 года. Письмо руководителя аппарата Якутской городской думы Васильева от 4 апреля 2014 года номер 490 ЛГД, согласно которому Дожиев был избран депутатом Якутской городской думы 2 марта 2008 года по Бутинскому избирательному округу. Стороной защиты представлены следующие доказательства по обоснованию доводов по его невиновности и недоказанности его вины. Свидетель Заболев в ходе судебного заседания показал, что он знаком с Дожиевым с 1983 года и связывает дружеские отношения. 2 декабря 2007 года по результатам выборов он избран на должность главы городского округа города Якутск. После вступления его в должность произошла смена руководящего аппарата окружной администрации. Из руководства прежней администрации остались работать только первый заместитель главы Каракимов и заместитель главы Олейников. 24 декабря 2007 года он назначен на должность первого заместителя главы Андреева. Директор департамента имущественных отношений назначил Соловьева. Позже произошли кадровые изменения. Должности первых заместителей стали занимать Андреев и Олейников, должности заместителей Шахимов, Байшев, Рублева и Иванов. Ему известно, что до октября 2007 года Дожиев исполнял обязанности первого заместителя главы. Когда он Заболев приступил к исполнению своих обязанностей, Дожиев в окружной администрации не работал.
Должностные обязанности, которые ранее исполнял Дожиев, перешли с 24 декабря 2007 года к Андрееву, к новому директору ГИУ Соловьеву. 21 февраля 2008 года он своим распоряжением внес уточнение в ранее действующей структуре администрации. Олейников стал первым заместителем главы по развитию территории, в его компетенцию в числе прочего перешли вопросы департамента имущественных отношений. К первому заместителю главы Андреева перешли финансово-казначейское управление, управление экономики и прогнозирования, управление закупок, промышленной политики и отдел промышленной политики. В период его работы в должности главы города и структуры администрации не существовало департамента производства рынка и услуг, вопросом потребительского рынка занимались управление торговлей, возглавляемый Гордач, который увидел первый заместитель главы Андреев. В мае 2008 года к нему обратился Дожиев с просьбой выдать трудовую книжку. Выяснилось, что Дожиев после увольнения в 2007 года не забрал трудовую книжку. В каждом направлении пояснили, что отсутствует приказ об увольнении Дожиева и его необходимо увольнять за прогул. Было принято решение уволить Дожиева на следующий день после обращения за трудовой книжкой, то есть 16 мая 2008 года. Дожиев написал заявление и был издан приказ о его увольнении. Он знаком с Дандуповым Жигалом Батумаховичем, в ходе Дожиева назначил его на должность главы Октябрьского права в 2009 году. Свидетель Олейников показал, что в 2007 году работал в должности заместителя главы администрации города Якутска. С февраля 2008 года являлся первым заместителем главы по развитию территории, проработал в этой должности до 2010 года. В августе 2007 года в администрации города Якутска приглашен Дожиев, должность исполняющий обязанности первого заместителя главы, директора департамента имущественных отношений. Его кабинет номер 59 находился на 5-м этаже в здании городской администрации. Он, как исполняющий обязанности главы города 25 октября 2007 года, подписал распоряжение об увольнении Дожиева, которое в дальнейшем по просьбе последнего было отменено. При этом Дожиев в администрации города Якутска с указанной даты не работал. 2 декабря 2007 года главой администрации города Якутска назначен избран Заболев, который назначил своим первым заместителем Андреева, директором департамента имущественных отношений назначил Соловьева. То есть должностные обязанности, возложенные в августе 2007 года на Дожиева, стали исполнять Андреев и Соловьев. 21 февраля 2008 года он, Олейников, назначил первым заместителем главы администрации, находящийся в этой должности Трофимов, и заместителем главы по вопросам ЖКХ. 9 января 2008 года Дожиев на работу в администрацию не вышел. В январе-феврале 2008 года, марте 2008 года обязанности первого заместителя не исполнял и не возглавлял департамент имущественных отношений. При этом трудовая книжка Дожиева находилась в отделе кадров администрации. В мае 2008 года Дожиев обратился с просьбой выдать ему трудовую книжку. Выяснилось, что отсутствует приказ об увольнении Дожиева, его необходимо увольнять за прогул. Глава города Якутска Заболев принял решение уволить Дожиева 16 мая 2008 года по собственному желанию. Он, Олейников, хорошо знает Дожиева и его семью, ему также знаком Дандупова Жарова, которого в 1998 году по просьбе Дожиева трудоустроил в МУП Горснаб. Дожиев относился к Дандупову Жарова как к своему родственнику, брал его поездки на общественные мероприятия, они вместе были на всех праздниках, при этом Дандупов говорил, что он к Дожиеву относится как к отцу. Кроме того, Дожиев принял участие в трудоустройстве Дандупова на должность главы Октябрьского округа. По слову Дожиева, ему известно, что последний хотел выкупить городской рынок, приватизировать его и сделать на его месте единый большой современный рынок. В дальнейшем рынок был приватизирован, к этому имела отношение семья Дожиевых, но планы по строительству рынка не удалось реализовать, так как правительство республики приняло решение о резервировании для государственных нужд 42-го квартала. Свидетель Андреев суд показал, что с декабря 2007 года по декабрь 2008 года стоял в должности первого заместителя главы окружной администрации города Якутска. Его должностные обязанности входили в вопросы подготовки исполнения бюджета, взаимодействия с Министерством финансов. В феврале 2008 года к его подведомству стали относиться вопросы управления потребительского рынка, отдела госзаказа, департамента экономики. В период его работы в администрации департамент потребительского рынка и услуг функционировал. Работу в сфере потребительских рынков осуществляло управление потребительского рынка и торговли, которое возглавлял Гордач. Он курировал данное управление как первый заместитель главы. Одновременно с ним в администрацию города Якутска пришел работать Соловьев, который был назначен на должность директора ГИУ. В период с 21 февраля 2008 года по мая 2008 года действовала временная структура администрации города Якутска, утвержденная распоряжением главы городского округа города Якутска Заболева 21 февраля 2008 года, в соответствии с которой на него Андрея возложены вопросы финансово-политического управления, комитета экономики и прогнозирования, ценообразования, управления и закупкам товаров и услуг, комитета промышленной политики и предпринимательства, отдела промышленной политики. Вопросы департамента имущественных отношений возложены на первого заместителя главы Олейникова. В период его работы в окружной администрации Дожиев не работал, никаких должностей не занимал. Установленные распоряжением номер 1133 31 августа 2007 года полномочия Дожиева были перераспределены между всеми заместителями главы. Заместитель Заранее показал, что с 1989 по 2009 года работал в администрации города Якутска, с августа 2007 по 2008 год состоял в должности начальника департамента экономики, прогнозирования и ценообразования в администрации города Якутска.
Даже в 2008 году администрация города Якутска не работала. В декабре 2007 года руководителем ГИУ назначен Савагов, первым заместителем ГУ назначен Андрей. Департамент потребительского рынка и услуг считал в 2004-2005 году, в дальнейшем он перестал функционировать, было только управление потребительского рынка. Руководила данное управление Горгач, должность которой находилась за штатным расписанием. Курировал данное управление первый заместитель главы города Андреев. Согласно штатному расписанию, аппарат окружной администрации города Якутска на первый класс 2007 года предусмотрено 2 единицы первых заместителей. Данные должности с начала года занимали Андреев, Трофимов, 4 единицы заместителей главы Байшев, Холмов, Гугулева, Олейников. Учитывая, что 24 апреля 2007 года на работу в качестве первого заместителя был принят Андреев, полагаю, что к нему перешли полномочия, предусмотренные распоряжением по распределению обязанностей от 31 августа 2007 года на 11.33, которые ранее возлагались на Доржиев. В связи с этим новое распоряжение по перераспределению не издавалось. Также она подтвердила, что уточненное распоряжение 21 февраля 2008 года номер 280 гектар структура окружной администрации действовала 21 февраля 2008 года по май 2008 года. Видео Лукина показала, что с 95 по 2012 год работала в администрации города Якутска, с 2006 года являлась советником главы окружной администрации города Якутска. В 2007 году Доржиев работал первым заместителем главы администрации, в 2008 году он не мог работать, так как был кандидатом в депутаты и затем депутатом. Глава города Заболев приступил к работе в декабре 2007 года, полностью сменил администрацию, Андреев стал первым заместителем, к нему отошли должностные полномочия Доржиева, в том числе вопросы потребительского рынка. Свидетель Горгач показал, что с 21 января 2008 года работает в администрации города Якутска, официально принят на работу начальником департамента потребительского рынка и услуг, при этом исполнял обязанности начальника управления потребительского рынка и услуг, которые в штатном расписании аппарата администрации на 2008 год не было. Ее должность находилась за штатом. При этом вся исходящая и входящая документация исходила от начальника управления потребительского рынка и услуг. Полагаю, что данное обстоятельство связано с изменением структуры администрации в 2008 году. Также указал, что в 2008 году в момент ее трудоустройства в структуре администрации департамент потребительского рынка и услуг функционировал, деятельность данной в этой сфере осуществлял возглавляемое ею управление, работу которого курировал первый заместитель главы Андреев. Доржиев при ней в окружной администрации не работал, отношения к деятельности управления потребительского рынка и услуг не имел, вышеназванное управление не занималось координацией деятельности контролирующих органов в сфере надзора за розничными рынками, поскольку в соответствии с федеральным законом номер 131 КЗ о общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации органы местного самоуправления не могли быть соответствующими полномочиями. Должностные лица администрации города Якутска могли быть привлечены к участию в проверках как эксперты. При поступлении жалоб от граждан на деятельность городских рынков они перенаправлялись в полномочные органы. Свидетель Пикель показал, что с 1980 года работает в Якутском городском молочном заводе. В настоящее время является помощником директора. В 2007 году Доржиев назначен первым заместителем главы города Якутска. И по его приглашению она перешла работать секретарем. Кабинет Доржиева администрации в этот период располагался на 5-м этаже. В конце октября 2007 года Доржиев уволился и вез все свои вещи. При этом ему помогали Иванов Виктор, Ионин Владимир и Дандуков Жигал. В декабре 2007 года прошли выборы, мэром стал Арвик. После ухода Доржиева кабинет в конце декабря занял Андреев. Она работала в мэрии до 31 декабря 2007 года. В январе 2008 года устроилась секретарем Якутский городный завод, где Доржиев был директором по общим вопросам. Доржиев получился в депутаты городской думы города Якутска. С января 2008 года Дандуков ежедневно приходил к Доржиеву на завод. Победу Доржиева на выборах депутаты отмечали в ресторане, где также был Дандуков Жигал, который сидел рядом с Доржиевым, поздравлял, произносил тосты. Свидетель Малтугуев суду показал, что является предпринимателем, занимается производством наружной рекламы полиграфической продукции. В январе-марте 2008 года производилась избирательная кампания, он был кандидатом в депутаты городского окружного совета. Выборы состоялись в марте, Доржиев в этот период заказал у него агитационную полиграфическую продукцию, Дандуков ожидал, принимал активное участие в избирательной кампании Доржиева, у них были близкие и доверительные отношения. Свидетель Ленка показал, что в 2008 году проводились выборы в Гордуму, в село Мадан приезжал Дандуков с Доржиевым, занимаясь агитацией, он также помогал агитации Доржиева среди населения в селе Мадан, в городе Якутска, распространяла бумаги, плакаты с программой Доржиева, участвовал в прокламации на открытом рынке, где действия контролирует Дандуков Жигал. Отношения между Доржиевым и Дандуковым характеризуются как близкие. Свидетель Семенов суду показал, что ранее был депутатом Государственного собрания Республики Бурятия во время исполнения депутатских полномочий познакомился с Доржиевым, который в свою очередь познакомился с Дандуковым Жигалом. Доржиев просил его оказать помощь и поддержать Дандукова Жигала на выборах одного из районов Бурятии. Такая помощь с его стороны была оказана, но выборы Дандуков проиграл. В дальнейшем Доржиев также просил его помочь устроить Дандукова на должность заместителя министра правительства Бурятии. По этому вопросу он разговаривал с людьми, которые могли проконсультировать, как решить этот вопрос. Свидетель Айдаев суду показал, что знаком с Доржиевым с 70-х годов, с 98 по 2012 год являлся мэром города УМД, также знаком с Дандуковым Жигалом Анатолием, который принимал участие в выборах главы Грузинского района Республики Бурятия. Он по просьбе Доржиева помогал трудоустроить Дандукова, принял его на вакантную должность советника мэра, а по полгода он ушел и стал заместителем министра правительства ЖКХ.
Свидетель Доржиева показал, что с 2003 года работает в Якутском городском молочном заводе. В 2007 года ее отец Доржиев уволился в администрации города Якутска, вышел на работу на молочном заводе директором по вопросам, где продолжал работать в период избирательной кампании в кандидате в депутаты. 2 марта 2008 года отец избран депутатом окружного совета. У отца сложились очень близкие и доверительные отношения с Дандыковым Жаргалом Бутамаховичем, который в конце 90-х годов встречался с ее сестрой Оксаной, делал ей предложение. Несмотря на то, что они расстались, отец продолжал относиться к Жаргалу как к сыну, во всем ему помогал, содействовал в трудоустройстве. Дандыков в период избирательной кампании отца принимал активное участие, был его доверенным лицом, занимался агитацией. В 2009 году она в пользу своего отца занималась предвыборной кампанией Дандыкова в выборах главы Кузнецкого района Бурятии. Также указала, что в какой-то период времени отец выкупил жильный рынок, при этом обстоятельства приобретения данного имущества ей неизвестны. Свидетель Ионин суду показал, что знаком с Доржиевым с начала 2000-х годов, в период с августа начала сентября по конец октября начала ноября 2000 года он состоял в должности помощника исполняющего обязанности первого заместителя главы города Якутска Доржиева. В обязанности указанный период и времени ежедневно Доржиеву в кабинет, который располагался на 5-м этаже здания администрации, приходил Дандуков Жаргал, поначалу не считал их родственниками. В конце октября, в начале ноября 2007 года Доржиев уволился из администрации, он вместе с Дандуковым и Ивановым освобождали кабинет Доржиева. После увольнения из администрации города Якутска Доржиев поручил ему сдать его документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в депутаты городского собрания в избирательную комиссию. Избирательная комиссия у него не приняли документы Доржиева, пояснив, что кандидат должен сдавать их лично. В 2007 году Доржиев по приезду из отпуска лично сдал документы на регистрацию в качестве кандидата в депутаты. В окружной администрации Доржиев в 2008 году не работал. Свидетель Самойлова в суде показал, что с июля 2008 года работает председателем Якутской городской избирательной комиссии. В 2007 году работала секретарем данной комиссии на общественных началах. В 2008 году она в качестве секретаря комиссии приняла участие в избирательной кампании по выборам депутатов окружного совета города Якутска. В ее обязанности входили, в числе прочего, прием документов у кандидатов. Кандидат депутат лично сдавал полный пакет, сдает полный пакет документов, которые рассматриваются на заседании комиссии. По результатам их рассмотрения комиссия вносит решение о регистрации кандидата. Государственные и муниципальные служащие приобщают приказ об освобождении занимаемой должности в период избирательной кампании. Документов кандидата с тех пор не сохранено. Предполагает, что Доржиев также подал документ об освобождении от должности, поскольку он зарегистрирован и не аннулировали регистрацию. Вышеуказанные выборы состоялись, Доржиев был избран депутатом. Свидетель Грибчатов в ходе судебного заседания показал, что в январе 2009 года Светлана Доржиева его познакомила с Дандуковым Жаргалом Бутамаховичем, который баллотировался на должность главы Кузнецкого района Бурятии. Ему нужно было помочь с подготовкой предвыборных материалов. В этот период он работал в администрации города Якутска, руководителем управления по связям с общественностью. Он сделал небольшое интервью о Дандукове, подготовил его в поддержку обращения бурятской общины города Якутска и мэра города Якутска Заболева. Свидетель Стрельцова в ходе судебного заседания показал, что с Бахлаевой знакома с начала 90-х годов. Она ее пригласила работать в коллективе Сибирский купец, здание которого в дальнейшем передал Севертрейд. В январе 2006 года, в январе 2008 года она являлась директором Севертрейд, который являлся Анатолием. В указанный период времени Николай Степанов давал подобное оборудование Севертрейд в 2006 году, и Анатолий обратился с просьбой рассчитаться с ИП Степанец за аренду данного оборудования как можно быстрее. В течение нескольких месяцев они рассчитались через банк путем управления платежных поручений. Допрошенная в качестве свидетеля Данилина показала, что с начала 2006 года по 2011 год она работала в ОСРТ, в должности главного бухгалтера, учредителем общества являлся родственником Доржиева Анатолия. В 2006 году Анатолий обратился к ним с просьбой досрочного погашения арендных платежей по договору аренды оборудования перед Николаем Степанец. Данная просьба была выполнена, и с 6 мая 2006 года по 14 сентября 2006 года с ИП Степанец выплачена сумма 5 миллионов 162 тысячи 310 рублей неравными платежами по мере поступления выручки. Из разговора с ПАК она поняла, что просьба Анатолия вызвана необходимость передачи Доржиеву 5 миллионов рублей. Свидетель Шипилова показала, что с 2002 по 2007 год была директором ЗАО «Сахар-Стройинвест», фирма принадлежала Бахлаевой, имела 3 магазина, в том числе Сибирский купец. Для открытия магазина приобретено холодильное оборудование, которое в последующем осталось в магазине по распоряжению Бахлаевой. Позже в вышканном магазине работала Осиев-Трой. Свидетель Маркова показал, что в 2008 году возглавлял избирательную комиссию на выборы депутатов окружного совета по 55-му участку города Якутска, расположенной по улице Бестужева-Маринска возле ДСА. В здании ДСА. В данный период Доржиев избрался по Губинскому округу, его
представителем в состав избирательной школы комиссии являлся Дандуков, у которого было право решающего голоса, а Дандуков Жаргал был доверенным лицом Доржиева. Они постоянно находились вместе. Свидетель Баклаева показал, что с 92 по 93 год занималась предпринимательской деятельностью, с 92-93 года занималась предпринимательской деятельностью, владеет магазинами и объектами недвижимости, ее деятельность приносит высокий стабильный доход. Ее муж Доржиев в 2007 году возвратился в администрацию города Якутска из Министерства внутренних отношений, проработал 2 месяца, сентябрь-октябрь, 25 октября 2007 года уволился по собственному желанию. Дандуковым Жаргалом они знакомы с 96 года, один период он жил вместе с их дочерью Доржиевой Оксаной, отношения у них не сложились, но ее муж Доржиев очень хорошо к нему относился, как к сыну, помогал ему, брал с собой в поездки, знакомился с уважаемыми людьми, ни в чем не отказывал. Дандуков Жаргал во время избирательной кампании был доверенным лицом ее мужа, активно принимал участие в выборах. Доржиев принимал участие в трудоустройстве Дандукова, в том числе директором рынка, советником мэра Улан-Удэ, заместителем министра Республики Бурятия. И также известно, что Доржиев принимал активное участие в организации Трудового рынка. Свидетель Петрова показал, что с октября 1995 года работает в ВОО Якутский городской молочный завод, у нее хорошие отношения с Баклаевой, с которой в середине 90-х годов занимает предпринимательство, что приносит ей стабильный высокий доход. Она помогает ей вести бухгалтерскую отчетность. В конце 2007 года Доржиев из администрации города вернулся на завод. В дальнейшем в 2008 году участвовал в выборах в окружную администрацию, в выборах в окружной совет депутатов. Дандуковым Жаргалом Антоном Анатольевичем она знакома с 96 года, он работал менеджером ВОО «Молоко», закупал товары, отчеты сдавал ей. Со слов Доржиева Оксаны, ей известно, что она была в близких отношениях с Дандуковым, он предлагал ей выйти замуж, но она отказалась. Свидетель факт показал, что в конце 1997 года работает на Якутском городском молочном заводе, собственником которого является Доржиева Оксана, а дочь Доржиева Валерия Кулковича. С 2006 года в настоящее время является финансовым директором предприятия. Она знакома с Дандуковым Жаргалом, к которому Доржиев относился как к сыну. Со слов Доржиева Оксаны, ей известно, что муж Жаргал были близкие отношения, он предлагал ей замуж. Кроме того, Дандуков Жаргал в 2007 году при помощи Доржиева купил на льготных условиях просрочку для ограничения срока у завода автомобиль Toyota Cruiser. В марте-апреле 2006 года Доржиев дал ей задание найти за короткий срок 5 миллионов рублей, попросил посмотреть, в какой из семейных фирм можно будет безболезненно изъять эти деньги. Из разговора она поняла, что деньги требуются для городского рынка. В дальнейшем по данному вопросу связался разговор с бухгалтерами Шепелевой, Данилиной и Зацерман, в ходе которого последняя предложила через китайский порез перечислить деньги вперед за холодильное оборудование, которое сдавалось в аренду ОСИ Эртрейд и находилось в магазине Сибирских ТС. В начале сентября Зацерман принесла деньги в размере 5 миллионов рублей, которые в тот же день ей переданы Доржиевой, который в свою очередь в ее присутствии передал Дандукову Жаргалу. При этом последний сказал, что успеет положить их на счет жены. Ранее на месте Дандукова Жаргала присутствовал на разговоре, в ходе которого Доржиев рассказал о планах по этому рынку, о смысле старого здания и возведении нового, то есть говорил как человек, который непосредственно имеет отношение к этому рынку. В декабре 2007 года и в начале 2008 года Доржиев возвратился на завод из администрации города Якутска. Также свидетель подтвердил ранее оглашенные показания, данные итоги предварительного расследования о том, что она помогала водителю ООО «Якутский городской молочный завод» Иванову составлять заявление в банк по вопросу продления и выдачи пластиковой карты, направляла Доржиевой Оксане конверт, в котором находились переход и банковская карта Иванова, занималась оформлением документов, финансовым сопровождением, заключением договора с ООО «Газпромбанк». Свидетель Анатольев показал, что в 2005 году он по предложению своей тети Баклаевой создал ООО «Севертрейд», который начал свою деятельность в январе 2006 года на торговых площадях, расположенных на улице Федора Попова, 13, Нижинского, 42, гипермаркет Сибирский купец. Весной 2006 года к нему обратился его дядя Доржиев и попросил досрочно погасить арендную плату за холодильное оборудование и китайский конец, прошедший сроки. С мая по июль до месяца, по мере поступления выдачи, они рассчитали китайский конец по арендным платежам. Он знаком с Дандуковым Жаргалом, со слов Доржиева и Оксаны, ему известно, что они встречались с Жаргалом и расстались. Доржиев во всем помогал покровительствовать Дандукову Жаргалу, они были очень близкими друзьями. Ему также известно, что какой-то время принадлежит Доржиеву. Об этом он рассказал в момент клипа. Свидетель Тютюнников в ходе судебного заседания показал, что в период с марта 2002 по март 2007 года является генеральным директором фирмы «Якутстрой», который занимается строительством жилых и нежилых помещений сооружений. В указанный период времени к нему обращался Доржиев с коммерческим предложением по приобретению шелкоблоков его фирмы. Доржиев знаком с середине 90-х годов, поскольку ранее являлись соседями, проживали в одном доме. В дальнейшем заключение договоров контроль поставки Доржиев не осуществлял. По этим вопросам приходил несколько раз человек по имени Жаргал, при этом он говорил, что от Доржиева. Свидетель Рубин в суде показала, что с 1991 года является членом 6-й избирательной комиссии, в 2000 году
во время прохождения выборов депутат окружного совета она возглавляла комиссию участкового 50, расположенную в спортивном комплексе «Динамо». В этот период избирался Доржиев. Дандуков являлся его верным лицом, работал в его штабе, часто появлялся на избирательном участке. 2 марта 8 года состоялись выборы, Доржиев был избран депутатом. По окончании выборов Доржиев вместе с Дандуковым приходил к поблагодарить за хорошую работу комиссии. Следующий Мамедов показал, что является генеральным директором ОИ «Фиксименс». Доржиев, знаком более 15 лет. В начале 2000-х годов Доржиев позвонил ему, попросил реализовать цемент в фирме «Витер». Он ответил согласием, поскольку понял, что она платежеспособная, проблем с оплатой не возникнет. Так из-за нее попросил уважаемый человек. С данной фирмой был заключен договор. Отношения продолжались около 6 лет. С директором данной фирмы Николаем Жардал, он познакомился позже, они встречались на дороге. Свидетель Елагин показал, что работает директором полгода овощей. Доржиева знают, вместе работали в администрации города Якутска, предприятия имели с базы на Стандарском шоссе города Якутска. Когда в 2001 году начался процесс ликвидации предприятия, Доржиев собрался открывать цех по производству шлакоблоков, предложил ему сдать в аренду одну из баз. Через 2 или 3 месяца после этого был заключен договор аренды с дочерью Доржиева. В помещении базы поставлено оборудование для производства шлакоблоков, при этом на базу приезжал Доржиев. Несколько раз на базе он видел Дандукова, Жардала. Что он там делал, ему неизвестно. Следователь Карамзин суду показал, что с 2004 года по август 2007 года, затем с декабря 2007 года по май 2009 года работал в администрации городского округа Якутск в должности председателя комитета по земельным отношениям. По линии строительства комитет работал заместителем главы Олейникова, который в 2008 году работал в здании администрации города Якутска в кабинете номер 309. При входе в кабинет имелась приемная, с секретарем справа от него находился сам кабинет Олейникова. Кабинет налево приемной не имелось, там была стена. Возглавляемое подразделение напрямую подчинялось отделу, директором которого с декабря 2007 года был Соловьев. С Доржиевым в тот период по работе не пересекались. С показаний свидетелей Кожевникова следует, что с 1998 года по 2008 год он работал в комитете по строительству администрации города Якутска. В 2008 году работал в кабинете номер 305 здания администрации города Якутска. Рядом располагался кабинет номер 309, вход в который осуществлялся через приемную дверь. Сам кабинет находился справа от приемной, слева от входа слева входа в другой кабинет не имело. Кто занимал данный кабинет в 2007-2008 году, он не помнит. До 2004 года он располагался заместителем мэра Доржиев. Дмитрий Шабаев показал, что с 1991 года работает директором ООО «РД», занимается строительством. Доржиев знаком по линии землячества. В конце 2002 года и начале 2003 года Доржиев попросил его приехать на Волгодонск, где рассказал ему, что собирается выпускать блоки, предложил приобретать продукцию, озвучил свою цену, они договорились. При разговоре присутствовал Дандуков Жардал, руководитель ООО «Витер», с которым они в последующем течение 5-6 лет работали и приобретали блоки. Согласно показаниям свидетеля Буда Жапова, он с 1991 года работал на предприятии, где с 2000 года был директором Дандуков Жардал Батон Анкович. Ему известно, что Дандуков занимался также производством шлакоблоков на базе, расположенной на Стандарском шоссе, они с ним вместе ездили на базу. Происходило это до 2002 года. По его мнению, владельцем этого рынка является Доржиев, который контролировал работу рынка. Свидетель Сибирь суду показал, что с 2004 по 2007 годы она работала бухгалтером в ООО «Азия-Стройсервис» и его ПСК «Витер», устроила сюда по приглашению Дандукова, который руководил данным предприятием. Финансовым директором фирмы являлась Егорова, которая осуществляла контроль за налоговой отчетностью, была доверенным лицом Доржиева. ООО ПСК «Витер» занималась производством шлакоблоков, данная фирма оказывала финансовую поддержку ИП Захаревич, оплачивала ее счета за оборудование для фотографий, предоставляла займ. Доржиев неоднократно приезжал на рынок с Жардалом, они приглашали его в кабинет с выписками из банковских счетов ООО «Витер» и ООО «Азия-Стройсервис». Доржиева интересовали доходы и расходы данных фирм, он вел себя как владелец. Дандуков перед ним отчитывался. В соответствии с банковской выпиской 25 августа 2006 года или 28 августа 2006 года она по указанию Дандукова осуществила перечисление со счета ООО «Азия-Стройсервис» на ИП Захаревич 6 миллионов 500 тысяч рублей. Спустя некоторое время Жардал сказал, что со счета ООО «Витер» нужно перечислить все денежные средства на ООО «Азия-Стройсервис», потом на ИП Захаревич, по акции рынка Доржиева, который собрался строить новое здание рынка. Допрошенный по ходатайству защиты Пиццерий Брикиша, суд указал, что при оценке предприятия согласно стандартной оценке в основном применяется доходный подход, поскольку любой собственник общества с ограниченной ответственностью имеет право только на получение дивидендов, юридические лица являются самостоятельными субъектами хозяйственной деятельности и собственник не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия, тем более управлять его активами.
Доля в уставном капитале общества в размере 50% не дает полного контроля при этом, чтобы завладеть его имуществом, нужно совершить ряд действий, например, пройти процедуру ликвидации предприятия. При выходе участника из общества он имеет право претендовать на долю в стоимостном выражении, но он не может претендовать на имущество юридического лица. При этом размер его доли будет устанавливаться не только из стоимости имущества общества, но и из размера его кредиторской доблести и иных финансовых показателей предприятия. Ответ на адвокатский запрос заместителя главы руководителя аппарата окружной администрации города Якутска Михайлова от 2 марта 2016 года номер 337 МГ, согласно которому окружная администрация не располагает информацией о деятельности департамента юридического и услуг с 1 января 2007 года по 1 июня 2008 года. По распоряжению главы городского прокурора номер 1282К от 24 декабря 2007 года работе Андреева, согласно которому Андреев назначен на должность первого заместителя главы. По распоряжению главы городского прокурора Заболева номер 1301К от 24 декабря 2007 года о работе Баишева, согласно которому Баишев назначен на должность заместителя главы. По распоряжению главы городского прокурора Заболева номер 191К от 21 февраля 2008 года о работе Оленика, согласно которому в связи с производственной необходимостью Оленика переведен на должность первого заместителя главы городского прокурора 25 февраля 2008 года. По распоряжению главы городского прокурора номер 1286К о работе Соловьева, согласно которому Соловьев назначен директором департамента имущественных отношений. Ответ на адвокатский запрос заместителя главы руководителя аппарата окружной администрации Михайлова от 18 января 2016 года номер 47 МГ, согласно которому на основании штатного расписания окружной администрации города Якутска с 1 января 2007 года утверждены 2 штатные единицы первого заместителя главы. Штатное расписание окружной администрации города Якутска с 1 января 2007 года утвержденное 10 января 2007 года главой городского прокурора Якутска Ключиком, согласно которому предусматривается 2 штатные единицы первого заместителя главы, 5 единиц заместителей главы. Штатное расписание окружной администрации на первый квартал 2008 года утверждено главой городского прокурора Заболева, согласно которому предусматривается 2 штатные единицы первого заместителя главы, 4 единицы заместителей главы и непредусмотренные единицы заместителей главы директора департамента. Департамент юридической услуг не предусматривает должность директора департамента, имеется должность одного начальника управления и 2 штатные единицы специалистов. Штатное расписание окружной администрации 2008 год с 17 марта 2008 года утверждено главой городского прокурора Заболева, согласно которому предусматривается 2 штатные единицы заместителей, 4 единицы заместителей главы, комитет промышленности и торговли, структуры которого является отдел торговли и предпринимательства. Ответ на адвокатный запрос заместителя главы Михайлова от 1 января 2016 года номер 125 МГ, согласно которому в период с 22 мая 2006 года по 14 июля 2008 года в составе департамента юридических услуг входило управление транспортной связи, начальник на данное управление Ивас Макаров Зеленский. Копия распоряжения главы городского прокурора Ключика номер 425К 22 мая 2006 года о работе Макарова Зеленского, согласно которому Макаров Зеленский назначен на должность начальника управления транспортной связи департамента юридических услуг. Копия распоряжения главы городского прокурора Заболева номер 976К от 27 июля 2008 года, согласно которому Макаров Зеленский переведен с должности начальника управления транспортной связи департамента юридических услуг на должность начальника отдела транспортной связи комитета промышленной политики и предпринимательства. Копия распоряжения главы городского прокурора Якутска номер 54К от 21 января 2008 года, согласно которой Гаргач принят на должность начальника департамента юридических услуг. Копия распоряжения главы городского прокурора Якутска номер 282Р от 21 февраля 2008 года о структуре окружной администрации, согласно которой глава города постановил уточнить действующую структуру администрации. Согласно приложению к распоряжению структуры администрации предусматривается первый заместитель главы управления территории, в ведении которых в числе прочего находится ГИО, а также первый заместитель по экономике и финансам, в ведении которого в числе прочего находится комитет промышленности и предпринимательства. Ответ на адвокатский запрос заместителя главы руководителя аппарата окружной администрации города Якутска Михайлов, согласно которому дожили с период с декабря 2007 года по 16 мая 2008 года не производилось начисление заработной платы. Справка о доходах физического лица дожили за 2007 год, согласно которой в указанный период временно окружной администрации города Якутска он получил доход в размере 71 316 рублей 86 копеек. Лицевая карточка сотрудника окружной администрации города Якутска дожили за 2007 год, согласно которому ему производилось начисление заработной платы в период с сентября по ноябрь 2007 года. В декабре 2007 года начисление производилось. Выписка лицевого учета управления Федерального фонда управления пенсионного фонда Федерации какого лица Доржиева, согласно которому имеется сведения о платежах по страховым взносам Доржиева с окружной администрации города Якутска 2003, 2004, 2007 года в период с 31 августа по 31 декабря 2007 года. Соответствующих сведений за 2008 год не имеется. Кроме того, имеется сведения о платежах по страховым взносам Доржиева с ООО «Якутский молочный завод» за 2007 год в период времени с 3 декабря 2007 года по 31 декабря 2007 года, а также 2008 и 2009 год.
Копия распоряжения его первого заместителя главы городского подгорки Доржиева номер 933К от 3 сентября 2007 года о работе Петель, согласно которому Петель будет посрочно трудовой договор в качестве специалиста окружной администрации. Срочный договор от 3 сентября 2007 года заключен между его первым заместителем главы города Доржиева и Петель о принятии последней на работу в окружную администрацию. Копия распоряжения главы городского подгорки номер 1732К от 31 февраля 2007 года, согласно которому Петель уволена с окружной администрации в связи с течением срока трудового договора. Ответ МРИК КМС номер 5 по Бахлаевой от 1 марта 2016 года номер 1941 2004, согласно которой последняя на доходы Бахлаева за 2003 год налоговая база составила 835 тысяч рублей, за 2004 год 946 тысяч 284 рублей, за 2005 год 1 383 тысячи 96 рублей, за 2006 год 1 418 тысяч 168 рублей. Также для общения исследования копии актов снятия показателей контрольной суммы лишних денежных счетчиков при сдаче оплаты контрольной кассовой техники за период с 1 января 2001 года по 31 2008 года. Общие итоги ПКЗ-центра технического обслуживания ВОЗ, подтверждающие получение дохода от деятельности. Выписка из МГУ от 19 февраля 2006 года в отношении ЗАО «Сахарского инвеста», согласно которому данное предприятие зарегистрировано на основе деятельности розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия. Выписка из МГУ от 18 апреля 2016 года Доржиева ОВ с 20 сентября 1999 года записана в качестве предпринимателя. Заключена 6 мая 2005 года с секретаря регистрации. Выписка из РГИП от 18 апреля 2016 года, согласно которой Доржиева с 1 октября 2013 года записана в качестве предпринимателя акционерных действий передачи недвижимого имущества. Выписка из РГИ от 18 апреля 2016 года, согласно которой ЗАО «Инвестрой» зарегистрировано 16 года через Бахлаева Олейника. Выписка из РГИ от 18 апреля 2016 года, согласно которой Бахлаева с 19 июля 2004 года записана в качестве предпринимателя. Выписка по лицевому счету ОСИ 3, согласно которому со счета данного юридического лица период времени с 10 мая по 4 сентября 2006 года включает денежные средства европейских компаний за аренду торгового оборудования. Письмо генерального директора ООО «Якутский городской молочный завод «Победка», согласно которому Бандуков работал в молоко 22 ноября 1996 года по 23 мая 1998 года уволен в порядке перевода в МУП «Снаб». Копия приказа номер 78К 22 ноября 1996 года, согласно которому Бандуков принят по молоко менеджера. Копия приказа ООО «Молозавод» номер 36К 21 мая 1998 года, согласно которому директор, которому Бандуков уволен за молоко в порядке перевода в МУП «Снаб». Копия личной карточки Бандукова, записи которой соответствует вышеуказанным приказам. Архивная справка архивного отдела МКУ управления делами городского округа Якутска от 7 октября 2015 года, согласно которой в документах ЗАО «Гормонстрой» за 1999 год приказов ведомости о начислении заработной платы никого не имеется. Архивная справка архивного отдела МКУ управления делами городского округа Якутска 7 октября 2015 года, согласно которой документов МКУ управления политической рынка услуг Якутска приказов ведомости начисление зарплаты на никого не имеется. Копия личного паспорта Доржиева номер 7166378555, согласно которому Доржиев перестал границу с 23 ноября 2013 года. Ответ на адвокатский запрос представителя Якутской городской территориальной избирательной комиссии Самойла, согласно которому Доржиев был выделен 17 января 2008 года в качестве кандидата депутата Окружного совета Якутска 5 созыва за записным постановлением Якутский ТИК номер 24 от 18 января 2008 года избран депутатом Окружного совета Якутска по Ленинскому избирательному округу номер 19 2 марта 2008 года. Копия протокола заседания Якутской территориальной избирательной комиссии от 18 января 2008 года, согласно которой Доржиев зарегистрирован в качестве кандидата депутата Окружного совета города Якутска. Протокол смотрит доказательства составленных нотариусом Кузнецовой 15 апреля 2016 года, согласно которому нотариус обеспечение доказательств, связанных с размещением в сети интернет-информации, произвел осмотр информационного ресурса статей, размещенных в сети интернет, прокуратура решила выделить заместителя мэра города Якутска, в которой содержится текст о том, что прокуратура города Якутска проведена проверка по специальному Доржиеву 245 земельных распоряжений 26 октября 2007 года, в результате которой нарушения не выявлено. Земельный код Доржиева, в котором содержится информация о специальном Доржиеве земельных распоряжений, Валерий Доржиев уволен из мэрии, в которой содержится текст о том, что Доржиев 25 октября уволился в администрации города. Доржиев всесторонне отреагировал на скандальный материал, который речь идет о комментарии Доржиева по поводу публикации его отношений.
Копия сборника решений первой сессии окружного совета города Якутска за 2008 год, в котором имеются организационные решения данного органа, состоявшего 18 марта 2008 года, в том числе о признании полномочий 25 депутатов, включая Доржиева, решение 24 апреля 2008 года об образовании учреждений состава постоянной комиссии, согласно которой Доржиев включен в комиссию по вопросам собственности, земельных отношений и аграрной политики. Приказ генерального директора Якутской горного завода «Победа» номер 148 КМ от 6 декабря 7 года Доржиева, директор по общим вопросам с 8 декабря по 13 декабря направлен в командировку в Алжир. Приказ генерального директора Якутской горного завода номер 156 КМ от 24 декабря 7 года, согласно которому Доржиев, директор по общим вопросам 25 декабря по 31 декабря направлен в командировку в город Москва. Лицевые карточки работы по Якутской горного завода Доржиева за 7 и 8 год, согласно которому по 1 года в течение 8 года не предназначены подарок платы. Протокол осмотра доказательств составлен нотариусом Новопашиным от 14 октября 2015 года, согласно которому нотариус при течение доказательств, связанных с отношением с информации, произвел осмотр информационного ресурса и статьи, размещенные на сайте информационной агентства «Интерфакс» о общем собрании УЕ городской думы 23 июля 2007 года, содержание которого раскрыто в содержание которых согласно содержанию которого 26 апреля 2007 года в городе Якутске улица Федора Пова, 13 год проведено собрание акционеров ООО «Городской рынок», в ходе которого избран совет директоров общества в составе Иванов, Дандуков, Солдатова, Закалевич и Дандуков, ревизором избрана Егорова. Выписка президента новостей информационного агентства «Интерфакс» от 27 июля 2007 года представлена по адвокатскому запросу заместителя директора службы раскрытия информации за «Интерфакс» Горбатову, согласно которой на ленте новостей раскрыто сообщение, содержание которого приведено в предыдущем документе. Вырезка из ленты новостей информационного агентства «Интерфакс» 27 июля 2007 года, представленная по адвокатскому запросу первым заместителем генерального директора «Интерфакс» Герасимова, согласно которой на ленте новостей «Интерфакс» было раскрыто сообщение о своем содержании. 23 июня 2007 года в городе Якутске по улице Федора Пова, 13 утра проведено общее собрание акционеров ООО «Городской рынок», в ходе которого утвержден годовой отчет общества 2006 год, избран совет директоров общества Иванов, Дандуков, Солдатова, Закалевич, Дандуков, Егорова. Копия фотосъемки объекта «Городской рынок», в котором отражено расположение здания открытого рынка с прилагающими объектов. Копия приказа его генерального директора ООО «Якутский городской молочный завод» Шайкова номер 125 о снятии баланса предприятия «Автомашин Toyota Land Cruiser» номер 2 АУ 2005 года. Копия акта о приеме передачи объектных средств от 1 июня 2007 года, согласно которого ООО «Якутский городской молочный завод» передал автомашину Toyota Land Cruiser Дандупову. Копия счетофактуры ПО 199 от 1 июня 2007 года, согласно которого ООО «Якутский городской молочный завод» выставил Дандупову к оплате за данный автомобиль 1 миллион 100 тысяч рублей. Копия акта сверки без номера и без даты между ООО «Якутский молочный завод» и Дандуповым, согласно которой последний оплатил 1100 рублей за автомобиль, из них 221 518 рублей по соглашению о взаимном зачете от 3 августа 2008 года. Копия соглашения о взаимном зачете от 28 года между ООО «Якутский городской молочный завод», ООО «Туш» по ОПСК «Виды» и Дандуповым, согласно которому произведено взаимное погашение полностью в размере 31 392 рубля. Копия личного фактора Доржиева 63 471 75 59, согласно которому 17 февраля 2007 года он вылетел за границу, 11 января 2008 года вернулся в Российскую Федерацию. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество сделок с ним по 7 июля 2015 года, согласно которому 9 апреля 2014 года зарегистрирован договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка